А скажите, а на здоровье людей это может повлиять? Вот все, что вы Естественно, рассказали. оно влияет, потому что Каким образом, если можно? вода, сточная вода вообще, мы ее не потребляем, она попадает в воду, потом она фильтруется, попадает в подземные воды, потом, особенно в данном районе центра, где не пользуемся Днестровской или Прудской водой, очень пригодной и хорошей для питья, а часто нам приходится использовать подземные воды, артезианские воды. А артезианские воды, к сожалению, не часто обрабатываются специально. Мы очень много ездили и на севере Молдавии, и в центральном регионе, и во многих селениях, где имеются эти, скажем так, сонды или как, то есть источники, подземные источники, они не обрабатываются каким-то образом, не химически, не обеззараживаются, и поэтому все эти вещества могут попасть, естественно, с питьевой водой в организм человека и вызвать различные кишечные заболевания. Вот раньше был Теленецкий район, где было очень много комплексов, если, может быть, и помните, что при Советском Союзе у нас очень сильно было развито животноводство. И все воды практически были заражены, не заражены, а аммонием, не только нитратами, но и аммонием, который, кстати, может являться и канцерогенным определенных концентрациях, а также нитраты, нитриты. Сейчас не только в водоемах, если говорить о колодцах южного региона, практически нет не найти колодца, где бы, скажем так, концентрация нитратов была бы ниже, чем допустимая концентрация. А допустимая концентрация – это 50 миллиграмм на литр. Вот на позапрошлой неделе мы были в одном селе, не буду называть имя, около 4000 миллиграмм нитратов на литр выявили. Это вот делить на 50, посмотреть, во сколько раз. Это в колодцах, да, вы говорите? Да, мы исследовали и колодцы, мы исследуем и артезианские воды, то есть то, что люди пьют, если это в городах, то есть то, что пьют население прямо робинет, как вода из крана. Воду из крана исследуем воду из водохранилищ и так далее. Это, в общем, полностью мы изучаем эту воду. Анализы проводим в сертифицированных лабораториях, то есть это стопроцентная гарантия, что мы выявляем как раз те концентрации, которые на самом деле. И потом мы представляем эти данные. Кстати, мы более занимаемся наукой, и мы представляем данные, но контролем занимаются государственные органы, не наши институты. То есть вы проводите просто исследование воды, рек, озер, да? Вот вы сказали, что вы планируете в Камрад. Как это будет происходить? Можете немножко рассказать у вас по плану? Что вы будете исследовать? Воду из-под крана, колодезную воду, озерную воду? Значит, недавно в Камрате была конференция в Государственном Камрадском университете, может быть, вы знаете, где наши сотрудники представляли работы тоже по изучению вод и использованию ее для орошения. Это другая лаборатория, не наша, не лаборатория, в которой я работаю, а я работаю в лаборатории по экоурбанистике. Та лаборатория занималась как раз вопросами использования вод для орошения, и я также участвовал в этой конференции. Но мы конкретно изучаем химический состав всех типов вод.
в том числе вот из скважин, воду из естественных водоемов, поверхностных, так называемых, воду из колодцев. Приходим и на очистные сооружения, где они работают, где даже не работают. Мы берем пробы этих стоков, изучаем их и пишем об этом. Если это очень сложно, мы обращаемся и в государственные органы, которые отвечают, чтобы идти. Но обычно вот все эти вызовы должны приходить с местного населения, там, скажем, с тех мест, где это происходит. А с местными органами власти вы сотрудничаете, допустим, с примаром города? Кто ответственен вот за эти? Обязательно. У нас между институтом, я лично, мы с ним не знакомы, лично я с ним не знаком, но между нашим институтом и примарией есть так называемый меморандум о сотрудничестве, и мы всегда открыты, мы не, как говорится, ну, денька поносим по-молдавски, есть такое выражение. То есть не самовольно мы едем туда, мы оповещаем, что мы приходим, вот какие цели у нас работы и так далее. Приходим в примариях, разговариваем с примарями, все. Потом в конце года мы обычно все эти работы собираем в монографию, и эту научную работу обязательно приносим на место. Я даем и примарам, и заинтересованных. Обычно, если это АП-канал или как у вас СУ-канал в Камрате, знаешь, да. Поэтому все эти работы мы представляем, и они как бы знают и изучают, может быть, и даже что-то принимают в решениях, вот то, что мы там это вот заключаем. А скажите, пожалуйста, вот вы все равно ну вот, сталкиваетесь с этим вопросом, вот какие международные практики в управлении сточными водами могли бы быть полезны для южных регионов? Может быть, не международные, может быть, у нас в Молдове есть какие-то хорошие примеры. Вот вы Кантемир назвали, что там очень хорошие. Да, я как-то отметил, что есть хорошие очистные сооружения, уже работающие в Кантемира, в Таушенах. Сейчас строится в Кагуле. И все, конечно, на деньги Евросоюза. В основном деньги Евросоюза. Потому что разговор стоит не, что нет технологий. Технологий очень много, но финансов, к сожалению, мало. Поэтому... А много финансов нужно, чтобы построить эти очистные сооружения? Ну, это числится в десятки миллионов. Если для такого города, как Камрат, это десятки миллионов лей. Но все зависит от фирмы, от уровня и так далее, от какой технологии использовать и так далее. Хочется сказать следующее, что не знаю, как у нас получится, но мы надеемся, что получится, что с присоединением или Молдовы к Евросоюзу, вот исходя из опыта других стран, скажем, соседней Румынии, первое, что было сделано в этом отношении или в отношении окружающей среды, это был решен вопрос воды. Вопрос очистными сооружениями, да. И вопрос очистки сточных вод. Практически во всех, потому что согласно данной директиве, вот 271 по очистке городских сточных вод, все села или все города, имеющие более 2000 жителей, и особенно 10 тысяч жителей, обязательно должны иметь очистные сооружения. И согласно вот данной директиве, при соединениях это было выполнено
первым делом. Причем, как мне известно, и как я так разговариваю с коллегами, в Румынии этот вопрос успешно решен и в других странах Прибалтики. Поэтому мы рассчитываем, что будут средства, которые, в общем, с помощью которых мы будем решать эти вопросы. В частности, сейчас, вот, насколько мне известно, с финансированием Швеции проводятся исследования по использованию очищенных вод для орошения. Для Юга Молдавии это очень важное решение. Причем используется именно очень качественная вода, используются технологии, которые приводят или делают эту воду пригодной для таких вещей. Поэтому следует думать, что со временем, или, дай Бог, побыстрее, и в Камрате, и в Чедерлунге тоже произойдут эти дела. Ну что ж, будем надеяться, что доживем и мы до этих хороших времен. И последний вопрос уже в завершении нашей беседы. Я бы хотела ваше мнение уже, вот какую роль может сыграть общественность и местные жители в защите окружающей среды от загрязнения сточными водами? От людей тоже многое зависит, ведь так же? Конечно, очень сильно. Роль огромная. Причем мы говорили о том, что, чтобы решать все эти вопросы, не нужно, это не вопрос только примарий. Это вопрос людей, в первую очередь, которые живут в этих селениях, в этом регионе, в этом городе. И это, конечно, происходит главным образом через организации, которые имеют цель как бы облагородить окружающую среду. То есть это те организации, не государственные организации, которые имеют деятельность в сфере окружающей среды. Очень огромная, потому что все должны со всех сторон, скажем, и хотя на первый взгляд, скажем, предприятие АП-Канал имеет одну задачу, как бы обеспечить водой, и там тарифы хорошие поставить, скажем, те, кто занимается городом, те думают больше о дождевых водах, о проблемах дождевых. Те, кто занимается очисткой сточных вод, имеют свои проблемы. Но, чтобы решать вопросы, все должны думать и принимать вот эту стратегию совместно, где каждый должен играть свою роль. Я бы так сказал. Да, спасибо вам огромное за сегодняшнее интервью, за ваше мнение. Мы вам очень благодарны, что вы не отказали, и надеемся, что общими усилиями мы достучимся и до государства, и до населения нашего, чтобы в Камрате заработали все-таки очистные сооружения, потому что это очень важно. Извините за мой русский язык. Очень хорошо и понятно, и доступно. Вы очень хорошо нам все рассказали. Спасибо. Следующее интервью будет на государственном языке, и вы меня поймете. Да. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Спасибо и хорошего вам дня.